Этой зимой Василий Павлов решил научить свою внучку Настю кататься на лыжах. Местом для прогулок выбрали городской парк. По мнению Василия, прогулки зимой в лесу – отличная закалка для организма. Бодрее чувствуешь. И как будто стремление к жизни идет. Какие-то новые планы появляются. Но любимое место отдыха горожан в скором времени может потерять свой облик. Состояние 110 гектаров леса вызывает серьезные опасения у природоохранной прокуратуры. Специалисты ежегодно проводят проверки, но, по словам прокуроров, их предписания выполняются лишь частично. Очищена часть ранее сгоревших лесных насаждений. Однако в полном объеме санитарно-оздоровительные мероприятия на территории парка не проведены, что обусловлено также отсутствием должного внимания со стороны окружной администрации к городским лесам. Самый крупный пожар произошел в 2012 году. Тогда в парке пострадали деревья на 12 гектарах. В северной части продолжает оставаться свалка бытовых отходов. Возле спортивных дорожек наблюдаются аварийные деревья с опасным наклоном. Немалую угрозу для состояния леса представляет и расположенный неподалеку городской снежный полигон. Ежегодно сюда свозят порядка 400 тысяч кубометров снега, который весной превращается в большое болото. Высокая влажность почвы губительна для сосны, ведь ее слабая корневая система может сгнить, и дерево погибнет. Нарушением, по мнению прокуроров, считается и отсутствие ограждения по всей территории парка. Каменный забор есть только в центральной зоне. В остальном это металлическая решетка, которая местами и вовсе отсутствует. Но чтобы сделать ограждение по всему периметру, нужны серьезные финансовые вложения. 3 километра 200 – это, естественно, большое расстояние. Своими силами мы, опять же, не можем его, ставим вопрос на уровне окружной администрации, чтобы они выделили субсидии. Недостаток средств сказывается и на мероприятиях по восстановлению лесного массива. Финансирование будут изыскивать в бюджете следующего года. Сегодня мы должны провести работы по рекультивации, по вывозу мусора и остатков от пожара. По словам директора парка, сегодня рабочие уже вывезли поваленные деревья с места пожара и приступили к уборке сухостоя. Анна Лебединская, Иларион Федоров, Вести, Якутск.